в то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. В новом выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем о новом эпохальном событии в новейшей истории отечественного кинематографа – выходе свежей космической картины «Салют-7». Заглянем на съемочную площадку и узнаем, с какими производственными трудностями пришлось столкнуться создателям ленты, а также рассмотрим другие новинки этой недели. Любители конспирологических теорий утверждают, якобы знаменитые кадры высадки американцев на Луну были сняты во вполне себе земных павильонах, а верховодил процессом никто иной, как сам светило американского кинематографа Стэнли Кубрик. Уличать в подобном Россию до сих пор никто не пытался, хотя бы потому, что космическая программа нашей страны в основном показывает себя лучше отечественного кинематографа. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня высокодетализированные космические пейзажи доступны простому российскому обывателю по цене за билет в кинотеатр. И это второй раз за год, между прочим. «Салют-7» – отечественная картина в объективе «Атмосферы кино». Это наша станция «Салют-7». Вес 20 тонн, размер 15 на 6 метров. Сигнал пропал. Станция не отвечает ни на какие команды. Это американский шаттл «Челленджер». Размер грузового отсека 15 на 6 метров, вместимость 20 тонн. То есть вы хотите сказать, что они собираются украсть нашу станцию? Историческая подоплека событий, разворачивающихся в фильме, поистине грандиозна. Советская станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления. Отправка на орбиту спасательной экспедиции – единственно возможное решение советского штаба в условиях постоянно нарастающего напряжения с главным геополитическим оппонентом в космосе. Теперь космический экипаж, состоящий из двух советских специалистов, должен найти мертвую станцию и провести первую в историю стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Никто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Мне подходит. Они созданы для дел, которые сейчас делают. И это касается их чести. И чести их страны. Героический полет Владимира Джанибекова и Виктора Савина 1985 года по сей день признается самой сложной космической экспедицией, предпринятой в истории мировой космонавтики. Советским специалистам предстояло не только проникнуть внутрь, но и оживить космическую станцию. Ведь только так можно было предотвратить неминуемую катастрофу и уберечь планету от падения станции. Вон она. Гашу боковую скорость. Спасательная экспедиция с самого начала превращается в опасное испытание. Вообще космическим сценам уделено более 40% от общего хронометража всего фильма. При этом визуальные эксперименты с невесомостью далеко не все, чем может удивить картина. Здесь на орбите разворачивается настоящий космический детектив, не уступающий по накалу страстей лучшим заокеанским образчикам жанра. Гаси скорость, врежемся! Твою же мать! Надо их возвращать, черт возьми. Работа над визуальной составляющей фильма достойна самой высокой похвалы. Передать величественные виды матушки Земли с высоты орбитального полета нашим удалось не хуже голливудских специалистов по визуальным эффектам, работающих над гравитацией Куарона 2013 года. Бюджет заокеанской картины для сравнения в 15 раз превосходит производственные траты отечественного фильма. При этом умудряется быть не слишком крупным по меркам своего внутреннего рынка. Выводы делайте сами. По маленькой? На Земле что хоть закон? Тоже на Земле. На нас не распространяется.
Золотое правило кинематографистов: не злоупотребляй графикой, используй по возможности натуру. На съемочной площадке «Салют-7» было отработано на 100%. Специально для съемок где-то в павильонах под Санкт-Петербургом была построена точная копия Центра управления полетами образца 1985 года. Другая часть декораций, появляющихся в сценах фильма, переместили из складских ангаров Росавиакосмоса. Полностью воссоздавать эти декорации, конечно, сложно и дорогостоящие. Нам пошли навстречу Роскосмос, МПО «Энергия», «Звездный городок». Они нам дали много оборудования, которое непосредственно уже было в космосе. Мы, основываясь на настоящем документальном подвиге, и мы уводим его в художественную реальность. Эффект невесомости не столько находка, сколько пример самоотверженного мастерства актеров, занятых в кадре. Перед началом съемок исполнителям главных ролей Владимиру Вдовиченкову и Павлу Деревянко пришлось пройти интенсивную подготовку по курсу канатного воздухоплавания. Мы готовились, у нас были специальные подвесы, мы висели часто вниз головой, приезжали из Москвы специально, там на 2-3 дня. Плотная и жесткая работа, сцепка должна быть с каскадерами, с ребятами, которые стоят на трассах, потому что все это вручную делается. И много нервов, конечно, было потрачено. Кино так называемого космического жанра вообще самый изобретательный способ обмана массовой публики со времен «Космической Одиссеи» Стэнли Кубрика 1968 года. Ловкость рук, пара канатов и полная невесомость в кадре. С точки зрения исторической достоверности, кстати говоря, создатели отечественной киноленты не стесняются некоторой доли вольности и в обращении с документальными фактами. Впрочем, заслуги картины такое решение не умаляет. Создатели сознательно избрали формат сплава вымысла и правды, а уж отделить зерна от плевел вкрадчивый зритель сможет сам, изучив имеющиеся материалы об истории реальной экспедиции. Надо только раздолбать этот курс. Зачем мы его раздолбаем? Кувалдой, что ли? Мать вашу. В общем и целом, космопродукт отечественных киноделов определенно заслуживает внимания. Прежде всего потому, что ощущается как никогда свежо и выступает интересным контрапунктом к тому, что мы обычно получаем от Голливуда. Американцы снимают космос совсем иначе, даже когда это не фантастика о пришельцах, а тоже приближенные к реальности истории. «Салют-7» в этом смысле дает совершенно новое ощущение, выступая деликатесом в нашем довольно однообразном киноменю. На Землю можно вернуть только одного. Возвращайся. Приведем свой тезисный вердикт в традиционном для наших обзоров рубрике «Киномер». Отечественная лента «Салют-7» — это колоссальное, изобретательное, новое российское и остросюжетное кино. В полном соответствии с голливудской традицией снимать сразу по 2 блокбастера схожей тематики, отечественные кинопроизводители в этом году подготовили целые 2 киноленты о внештатных ситуациях на орбите. Весной этого года вся страна смотрела «Время первых», повествующее о дебютном выходе человека в открытый космос и сопутствующей данному событию аварии на борту «Восхода-2». А накануне российскому телезрителю была представлена свежая картина о другом космическом ЧП «Салют-7». Такая тенденция не может не радовать, тем более, что свежий фильм ни в чем не уступает своему предшественнику и, надо отметить, заслуживает самого пристального внимания массового зрителя. Переходим к другим новостям кино. После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединяют усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом. Но что-то идет не так. Система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое и всех живых заодно. Голливудский фильм «Катастрофа. Геошторм» стартует в прокате кинотеатра «Атмосфера» в этот четверг. Премьера минувшей недели. Анимационный фильм «My Little Pony» в кино продолжает радовать юных посетителей кинотеатра. По сюжету король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозу становится будущее всей Эквестрии. Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.
Кинотеатр «Атмосфера» приглашает мальчишек и девчонок посетить сказочный сеанс. Компьютерная графика в современном кино служит неким эквивалентом космического туризма, о котором грезили многие поколения до нас. Возможно, именно в этом и состоит причина снижения престижа профессии космонавта у современных детей. Вот только не будь представителей этой доблестной профессии и их космических подвигов, не случилось бы поводов снимать такие зрелищные картины. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино, ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора, это в нашем классе всеми признано. В следующей программе мы расскажем о том, чем опасны попытки обуздать климат нашей планеты и какие сюрпризы мировым державам принесет сеть орбитальных спутников, создававшиеся для предотвращения природных катаклизмов, и никак не наоборот. Но мы-то знаем, что в мировой кинопрактике не существует системы, которая не дает сбои время от времени.